Начало уже расцветать. Сегодня, в принципе, погода пасмурная, из-за этого долго не расцветает. Вот, сели на мели, висим. Пенек такой, не очень большой, но время отнимает. Приходится рубить тут. Буран висит, не едет. Ни вперед, ни назад. Если не срубишь, не поедешь. Ага. Пенек сухостой, блин, елка такая крепкая. Или не елка, даже пихта. Не рубится. Все. Вон так. Висит. Сейчас должно приехать. Фу. Нормально. Идем дальше. Доехал наконец-то. Погода с каждым часом все теплее. Сейчас, наверное, около нуля уже. Фу. Может, -1. Вообще жарко. Вот сколько снега сей год. Очень много трубы не видно. Да мне тут тоже уже рыбаки-охотники были, видимо, тут бураницы кругом. Здесь снег убирали, вон чистили на беседке. Да, это сантиметров 80, наверное, есть. Это все надо чистить, убирать. Да, может и провалится тут крыша. Ошибку тут сделал. Одно бревно только в середине и поставил. Надо две хотя бы. Çalın sonra akarka. Ледь не шатчины. Но уже не был в избушке. Чистота, порядок. Все аккуратно убрано. Чисто. Все чисто, аккуратно. Молоток кто-то оставил. Непонятно кто. Газ-баллон вон там лежит. Здесь тоже все нормально. Такой баллончик. Полный. Чай тоже оставили. Карты играли. Молодцы, благодарю, что бардак в избушках не оставляют. Короче, темно, ничего не видно. Дрова, запас есть. Колотые есть даже. Фу, ну и жарко сегодня. Плюсовая она будет на днях. Все, выгружаемся. Печку затопим. Надо добраться до трубы. Непонятно там. Прежде чем затопить, надо посмотреть. Все, наверное, завалено там. О, бля. На улице -4. Градусник показывает термометр. А буран уже сегодня набивает полным ходом. Приходится даже чистить. Вот он с монтажкой там. Прочищаю вот такие куски, блядь.
Я и смотрю, это как будто с нагрузкой буран едет. Налегке поехала, все равно. Вон, короче, вся гусеница там полностью набивает. Так что сегодня по целине, если ездить, вообще. И там с внутренней стороны также. Все набито. Все набито. Пускай. Сегодня нам буран не нужен. Накрываем. Возле избушки будем. Может, куда исходим, не знаю. Ничего, об этом не думал. Все. Если вдруг мокрый снег пойдет, двигатель, чтобы не попадало, хотя бы немножко будет держать снега. Так. Все окей. Вон дым идет. Трубы не видно. Ветра особо так нету. Немножко лес гудит там. Ветер южный сегодня. Южный ветер. Именно с юга ветер идет там. Так, ладно. Сейчас за водой надо сходить еще. За водой. Или добуром что-нибудь. Какую-нибудь дырку. Лунку. Пробурить там. Чем снег там. И снега воду делать не будем. Лучше за водой хожу. Погода вообще сырая какая-то. Непонятно что. Февраль. Сегодня какое? 12 февраля. 12 наверное. Я запутался. Я не помню какой день сегодня. Ну да ладно. Ух. Блядь, подъем такой. Так. Едем. Вон запасные лыжи охотничьи. Если далеко идти, лучше на двух лыжах. Охотничьи с камусом. Уже лыжи так лыжи. То некоторые такие щетины сюда ставят, несколько штук. И говорят, что лыжи держит, там подъемы. Эти щетины. Спорный вопрос даже был. Но я не согласен, что щетины могут удержать вес человека при подъеме на гору. Вот с камусом, легкие с камусом лыжи, они уже верняк. Вот ремни, что я показывал раньше из транспортерной ленты, что на одном, что на другом. Сейчас третьи лыжи даже сделал, тоже с ремнями транспортерными. Вот и все.
Вышел на охоту. Пришел, наверное, где-то с километра. Вот что наблюдаем. Следы зайцев. Тут позавтракали, наверное, ночью. Вот следы. Редко, когда увидишь сейчас следы зайцев. Вот один тут бегает. Вот тут сколько. Ну, всю ночь, наверное, здесь ходила. Я тоже вот брожу. Да, еще когда на буране поднимался, видел одного рябчика и одного косача. Рябчик возле бурана совсем рядом был. Косач тоже с лунки поднялся на небольшое поле и буранится. И вот он еще в лунке был. Поднялся и улетел. Сегодня тепло, вот с этих съелок снег потихоньку падает. И снег уплотнится, ходить будет легче. Да, и сейчас где-то сантиметров 7, наверное, на этот день вот проваливаешься только. Скоро уже охота закроется. Последние недели остаются. 2 недели, наверное. Все, потом дальше уже до мая месяц будем ждать на охоту, на уток ходить. Сейчас, в принципе, толку тоже не вижу ходить с ружьем, но как потом без этого, если из дома не будешь выходить? Инстинкт охотника тянет в лес все равно, любого охотника. До Нового года, наверное, последний раз в лесу был. Уже больше месяца. 1,5 месяца, наверное, на лыжи не вставал. Только в Ютубе виртуально ходишь в лесу, смотришь, мечтаешь. Другие охотники ходят. Промысловики особенно. Одни елки тут. Никого, никаких следов. Куницы даже не бегают. Так, куда мы вообще направляемся, интересно? Непонятно, где мы находимся. Так, навигатора посмотрел, все понятно стало. Идем по правильному курсу. О, дошли до вырубки. Опа, нормально. Лыжи что-то вот сегодня скрипят. Букса уже немножко прилипает снега. Тепло. Лес пустой. Тишина. Вон дорога какая-то. Дорога идет. Никто не ездил, не ходил. Целина кругом. Где-то километра 3, наверное, прошел. Может 4 максимум. Решил вот
Немножко перекурим. Отдохнем. Чайку попьем. Вот заваривается. Сегодня, как обычно, сыр плавленый, колбаса, охотничий. Колбаса, хлеб. Все по-простому. Ничего лишнего не носим. Все калорийное, питательное. Еще туда вот по вырубке, наверное, по этой дороге пройду. Где-то километра полтора. И по просеку обратно на восток. Там еще 2 километра. И поверну обратно к избушке. Вот такой кружочек сделаю. Пока ничего нету. Не видать. Где боровая дичь? Ничего не остается. Ничего нету. С каждым годом все меньше и меньше. И в будущем, наверное, ничего уже не останется в наших лесах. Вот за целый день, ну да, сейчас обед, время, наверное. Вот рябчика видел, одного косача и следы зайцев. Все, идешь, такая целина, ни следов. А, еще там эти, возле речки там норка была и горностай. Вот. Все, что я видел до обеда. Ну ладно, сейчас чай попьем и будем дальше идти. Идти, в принципе, нормально. Где-то лыжи сантиметров 7 проваливаться в снег. Не скажу, что трудно идти, просто с непривычки так немножко устаешь. Сегодня разминка, завтра еще больше круг сделаем. Скажем, сегодня километров 10 сделаю, завтра 15 пройду. Вот. Вот так живем. Наши леса все беднеют. Жалко, конечно. Сыр, конечно, сегодня попался такой. Непонятно, что с ним. Расслаивается. Короче, или в морозе он был, этот сыр, или так сделан. Не посмотрел. Вон. Орбита, сыр орбита. Не рекомендую. Сыр орбита. Лично никому не рекомендую это брать. Что-то уж слишком. Так. Год дата. Годен до числа месяц второй смотреть на. Так. 19 годен до 19 февраля. В принципе, срок годности еще до 19-го. Но что-то с сыром непонятно что. Вон. Такие слои. Как? Ну вот я видел в ютубе, сделали какую-то выпечку из из салфеток. Пожарили несколько слоев салфеток. Яйцо сбили, промокали, промочили там и пожарили. Это то же самое. Ну нахуй. Не буду я это есть. Вот рябчик тут ходил, сюда сел и туда полетел он. Тут какая-то лыжня уже. Охотники здесь ходили. Двое.
нам легче идти. Так приятно сегодня ходить на улице. Погода самая то, получается, ветер и не холодно. Идти не жарко, так нормально. Здесь место, наверное, болотистое. Говорят, сосны мелкие. Место такое, что бухари должны держаться тут. А ни одного следа. Ничего нету, ни лунок. Чтобы вот видеть, что держится тут дичь. Нет, ничего нету. Вот такой след получается после меня. Это 7-10 сантиметров проваливаешься. Планы как-то у меня все поменялось после чаепития. Хотел идти на восток, а я пошел на запад. Где-то, да, ровно километр на запад прошел. И сейчас вот иду на юг. Напротив ветра, ветер южный сегодня. Не надо даже компаса. Иди на ветер и видишь туда, куда надумал идти. Короче, иду на юг. Там уже поймаю просеку. Просека на запад и восток. И пойду на восток, в сторону избушки. Ну, кружок получится приличный. Потому что уже чувствую усталость. Но шлепать еще не очень близко. Но силы хватит. Ты идешь и начинаешь, как чувствуешь, уже немножко начинаешь уставать. Все, значит, надо думать, чтобы силы хватили на обратную дорогу. Прикинуть время, расстояние и повернуть обратно в сторону избушки или куда там своей техникой, бурану, может, к машине, на чем приехали. И все будет в порядке. А если будешь идти, думаешь, я еще не устал, не задумываешься, что надо обратно еще столько километров обратно идти. И вода кончится, пить захочешь, чая нету, воды нету, начинает темнеть. Ты мокрый, вспотевший. Обычно я всегда, и сейчас с собой всегда в рюкзаке есть сменное белье, футболка обязательно. Можно еще тоненькую водолазку, это не помешает. Бывает так, до такой степени устаешь. Обратно будешь идти и начинаешь мерзнуть. Силы потеряешь. Сразу надо одежду поменять. Обязательно. Сухую одежду одеть хотя бы
минут 20 перекурить. Обязательно посидеть и дальше идти. Здесь по этим местам я еще ни разу не ходил. Разведка с боем сегодня. Но получается только разведка. На лыжах еще можно пройти. Но здесь, если осенью, на осенней охоте, нет, сюда лучше не лезть. Здесь место болотистое. Место тут болотистое. О, я нахожусь на средней просеке. Терял там вначале. Да, здесь зачесы. Ну, наконец-то. Это радует. Это хорошо. Здесь будем идти по этой просеке. На Квартальный выйдем. И там уже в сторону избушки буду идти. Короче, так получается. На сегодняшний день. День прошел. Никого не видели, кроме боровой дичи. Подстрелить ничего и смотри, не удалось. Ничего страшного. Придет весна, будем ждать весенней охоты. Ну вот так. Здесь, я думаю, тоже будет просека теряться. Снег глубокий. Зачесы почти до зачесов. Снег. Вышел на кварталку. Там запад, там восток. Вот здесь я вышел. Посредний, вон средний столб. Не знаю, там с левой стороны получается. Буду идти на восток. Здесь уже старая лыжня. Охотники ходили. Тоже ходили тут. Бродили. Это уже старая лыжня. Также проваливаешься, снег по этой лыжне идешь и проваливаешься. Следы свежие. О, и синица там. Непонятно, наверное, лиса прошла. Совсем свежая еще. Вот оттуда. Подожди. Не, наоборот. На север пошла. Идет на север. Не проваливается. Сейчас ходить ему легко. Встретит зайца. Все. Зайцу не убежать. Зайцу не убежать от лисы сейчас. Догонит. Нам еще остается буквально несколько сотен метров до Бураницы. На полкилометра не остается даже. Там Бураница, и по Буранице еще километра 1,5-2. И будем в избушке. Кедр. Время от времени попадается. Очень мало их у нас. Очень мало. Буквально на одном гектаре может по несколько штук. Тут на вырубку выйдем. Здесь недалеко уже должна быть вырубка. Это Квартальный просека. Так, везде валежники. Все время надо обходить. Пить хочется. В термосе буквально там полкружка осталась воды. Каждый раз не хватает. Приходится экономить.
чай кипятить. Там время уходит. Если уже совсем приспичит, можно еще. Здесь вот елки, но тоже летом тут проходимые участки места. Очень трудно здесь ходить. Валежники кругом. Зыбучее место тут. Речку в 2 местах переходил. Следы выдр. Сей год что-то нету. Их много было. Осенью, когда на охоте был, тоже, в принципе, видел несколько штук. Но они обычно держатся где хариус, где рыба. Так. Еще немножко, еще чуть-чуть. Лыжи скрипят. Сегодня в бутсах. И там у меня подкладка или что там на лыжах. Покрышка от велосипеда. И он так скрипят они. Не дружат, видимо. Скрип такой неприятный, противный. Не знаю, что лучше там, покрышка или еще что-то придумать. Некоторые бересту туда прибивают. Береста вроде меньше скрипит и снег меньше прилипает. Рекомендую. Но когда много идешь, ходишь на лыжах, они быстро изнашиваются. И время от времени приходится менять. Но если по зверю ходить, подкрадываться или как там, то из охотников на зверя ходит. Рекомендую на лыжи подкладкой под обувь ставить бересту. Самая ходовая вещь получится. Будет скрипеть и снег не будет прилипать. Обычно, когда в валенках, валенки тоже не скрипят, но под валенки снег, наледь получается, тоже не очень приятно. Жмет там, лед выпирает, аж больно ногам, все время надо. Допиваю остаток чая. Я уже на своей буранице. Просека. И тут еще километра 2, наверное, остается идти. Кружок получился километров 10-12, может и больше, может чуть меньше, но не меньше 10. Тут кругом вырубки, одни вырубки уже у нас. Пить-то хочется. Сейчас выпил бы, была бы полторашка лимонада сейчас. Залпом можно было выпить. Так хочется пить. Ой. Все. Чай кончился. Сейчас уже будем в избушке. В избушке будем чай пить. О, сколько снега. Больше метра.
Снега, как в Сибири, столько же. Ох, и много. Больше метра. Больше метра. Надо все убрать, пока крыша не провалилась там. День прошел. Будем готовиться к завтрашнему дню. Проверяем удочки. Уже с прошлого года эти удочки проверял. Меняю крючки. Новые крючки в этом году брал. Попробуем. На них может что-нибудь поймаем. Вот такие мормышки прошлогодние. Такие мормышки прошлогодние. Мелкие, правда. Сегодня была охота. Завтра может охота, может рыбалка. Готовиться надо ко всему. Ничего у меня тут нету. Всяко разного. Хочу попробовать на вот такую мормышку. Не знаю, на что похож он. Похож на какого-то непонятно на что. Такой крупный муравей. Окрас такой. Но крючок он очень толстый. Не знаю, на него будет ловиться или нет. Попробовать можно. В принципе, вольфрам. Сюда, наверное, груз уберем. Грузило уберем. Попробуем чисто на мормышку. Обычно я дополнительно груз еще ставлю. Тут только радио нету. Цивилизации никакой сегодня. Никаких новостей. Никаких сирийских войн не слышим. Спокой, тишина. А то новостей наслушаешься. В голову всякие мысли заходят. Начинаешь там думать о том еще. Вот такой выжил дома. В избушке тепло. Жарко. Был сегодня на льду. Тоже переходил. В 3 местах даже на речке. Речку переходил. И везде вода на льду. Короче, не знаю, с опаской опасно ходить. Все. Вот такая штучка получилась. Не знаю, видно, нет. О. Вот так сидит. Не знаю, правильно, нет. Все, удочки готовы. Мышеловка уже сидит. Мышь. Он попался
Вот из полторашки сделаем. Горлышко открыто тут. Видно, нет там. Все здесь обосрано. Вот такие мышеловки спасают вот этих. Все, он влип. Этот братишка влип.